Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Традиционно в преддверии Нового года принято подводить итоги за год уходящий. Так, сегодня у нас в гостях в студии генеральный директор акционерного общества «Алмаза Анабар» и группа компании «Алрос» Алексей Окороков. С ним мы и будем подводить итоги года. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Ну вот относительно вашей организации «Алмазодобывающая промышленность Якутии». С какими итогами завершаем 2024? Ну, во-первых, Надежда, с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым, вас и ваших телезрителей. Что касается итогов уходящего года, то «Алмаз Анабара» год завершает хорошо. Все те цели, которые мы ставили в прошлом году на этот год, обществом выполнены. Это и по горной массе, мы более 14,5 миллионов кубических метров горной массы переработали. Добыли более 4 миллионов карат алмазов. Попутная добыча драгоценных металлов у нас составила более 138 килограмм. Прирост по минеральной сырьевой базе составил более миллиона карат алмазов. Мы в этом году получили добычные лицензии на месторождение Хаптасынак-2 и Мбороско-Мухтах, это по золоту. И приобрели крупный золоторудный актив в Магаданской области, месторождение Дигдикан. Это вот за такими сухими цифрами, за сухими фактами стоит кропотливая ежедневная работа всего коллектива. Я очень благодарен своим коллегам за ту работу, которую они провели. И вот эта работа, во-первых, показала, что мы способны выполнять в любых условиях самых сложных поставленные задачи. А во-вторых, мы думаем о развитии предприятия в будущем. Если говорим о развитии, то какие перспективы ожидают «Алмаза Анабара»? Ну, если смотреть с точки зрения, как мы развиваемся, то мы развиваемся как с точки зрения продуктовой стратегии, так и с точки зрения географии. То есть, если до 2024 года мы были фактически монопродуктовой компанией, мы добывали исключительно алмазы и немного попутного золота, то с 2024 года мы начали уже заниматься золотом как основным видом деятельности. То есть у нас с 2025 года начнется добыча рассыпного золота на месторождении Хаптасынак-2, пока в режиме ОПР, а уже там, через 2 года это уже будет основная добыча. С 2029 года начнется добыча золота на золоторудном месторождении Дигдикан. Когда мы выйдем на проектную мощность, то мы видим там уровень добычи 3,5 тонны золота в год. То есть мы становимся уже горнорудной компанией, диверсифицированной, и при этом мы еще развиваемся географически. То есть, если до этого мы работали исключительно на территории республики, то сейчас мы видим зоны своих интересов практически весь Дальний Восток. То есть мы работаем сейчас и на территории республики, мы смотрим проводим работы геологические в Красноярском крае, на Таймырском полуострове. Мы сейчас развиваем большое месторождение Дигдикан в Магаданской области. Но и смотрим другие активы, на которых можно было поработать на Дальнем Востоке. Ну, планы амбициозные, в первую очередь, и более чем реализуемые. К тому же у нас в республике действует программа «Местные кадры в промышленности». С этим хочу спросить вас о том, из каких районов больше всего задействованы якутян как раз-таки в работе? Да, любое предприятие – это прежде всего кадры. Это прежде всего люди, человеческий капитал, то, как мы работаем с нашими сотрудниками, как мы их развиваем. 96% нашего трудового коллектива – это жители республики. Это вся география республики, все улусы. Особое внимание мы уделяем жителям тех арктических районов, где мы осуществляем свою производственную деятельность. Это и Анабарский район, и Булунский район, и Оленёвский район. Так у нас 15-16% нашей численности составляет выходцы с этих улусов. Мы их
специально осуществляем туда выездное обучение, направляем туда преподавателей, которые обучают жителей районов тем необходимым нам специальностям. Мы их потом трудоустраиваем, они у нас закрепляются, и таким образом мы развиваем наш трудовой коллектив. На предприятии действуют различные образовательные программы. Вот если смотреть вот с точки зрения вот тех планов, которые мы сказали, то есть для этого нужны высококвалифицированные люди, сотрудники. То есть мы их должны обучить, мы их должны развивать, мы их должны закрепить на предприятии. Поэтому у нас действуют образовательные программы, такие как обучение смежным профессиям, когда люди могут получить сразу несколько профессий для того, чтобы быть востребованным постоянно. Это программа «Путевка Жизнь 2.0», где мы даем людям возможность переквалификации, получения среднего специального образования, высшего профессионального образования и, соответственно, получить старт для карьерного продвижения внутри компании. И это развитие поможет нам вот те амбициозные проекты, амбициозные цели, которые перед собой ставим, добиваться, потому что без людей этого сделать невозможно. Но ведь работа-то в основном идет вахтовым методом, это же целый образ жизни. Какие условия для вахтовиков создали Алмаз и Анабар? Понятно, что работа в Арктике — это достаточно сложная история сама по себе. Да? Это с точки зрения климата, с точки зрения погоды. Но именно для того, чтобы у людей были достаточно комфортные условия и труда, и отдыха в вахтовых поселках, мы обеспечиваем комфортные условия. Это и возможность отдохнуть в спортзалах, это очень большое внимание уделяем питанию, чтобы наши сотрудники питались разнообразно, питались качественно. Люди должны после работы иметь возможность заняться любимыми делами. Кто-то занимается спортом, кто-то хочет посмотреть фильмы. Для этого у нас на приисках обеспечен высокоскоростной интернет, для того, чтобы люди могли позаниматься, обеспечить связь с семьей. Ну, собственно говоря, комфорт наших сотрудников для нас это приоритет. И мы постоянно находимся в общении с нашим трудовым коллективом. То есть для нас принцип это общение с нашими сотрудниками вживую. Коллеги на встречах с руководством постоянно имеют возможность задавать вопросы, делиться с какими-то проблемами. Эти проблемы руководство должно брать в работу, решать их для того, чтобы работники чувствовали себя комфортно. Вот такая наша задача. Но если я не ошибаюсь, еще один приоритет — это бережное отношение к земле. В этом плане как складываются отношения с местными муниципалитетами? Наш глава Республики Саха-Якутия Александр Сергеевич очень четко увязал развитие промышленности с двумя аспектами. Это экологическая и социальная ответственность бизнеса. И это очень четко коррелируется с нашими принципами, потому что, еще раз, если вернуться, о чем мы говорили в начале, мы местная компания. У нас 96% трудового коллектива — это местные ребята. Мы здесь живем, здесь будут жить наши дети, и отсюда возникает определенная ответственность. Да? Если местная компания ведет себя по отношению к окружающей среде, скажем так, нехорошо, то как будут себя вести другие компании, которые пришли недавно, да, на территорию республики и в ходе промышленного освоения также воздействуют на окружающую среду. Они, естественно, смотрят, как работают местные компании. И в этом смысле мы такой некий бенчмарк для наших коллег, производственников, и, соответственно, мы ведем себя достаточно, с этой точки зрения, ответственно. И с точки зрения рекультивации нарушенных земель мы вкладываем большие деньги для того, чтобы после того, как мы работу закончили, мы должны земли привести в первоначальное состояние. Это включая и горную техническую рекультивацию, и биологическую рекультивацию, вплоть до засеивания определенной растительностью.
Это касается и лесовосстановления, то есть если мы нарушили какие-то где-то леса, мы, соответственно, должны соразмерную площадь посадить лесов для того, чтобы наши леса восстанавливались. Что касается вот взаимодействия с местными властями, местным населением, опять же, это о социальной ответственности бизнеса. И здесь мы четко подходим из того, что с нашими соседями, с населением тех районов, где мы работаем, мы должны дружить. А раз мы должны дружить, соответственно, мы должны помогать местному населению, местным властям в решении тех наболевших проблем, которые перед ними возникают и которые существуют. Поэтому помощь у нас там делится на 3 части. Первая часть – это финансовая. У нас заключены соглашения о социально-экономическом развитии с теми улусами, где мы работаем. И порядка 109 миллионов рублей ежегодно мы перечисляем на нужды районов. Понятное дело, что помимо этой финансовой помощи есть разовая помощь по отдельным обращениям. Так или иначе, не все можно учесть в этих соглашениях, не все можно учесть в начале года. Соответственно, в течение года коллеги с улусов обращаются. Помимо этого, естественно, мы платим налоги. Это существенная часть доходов местных бюджетов. Помимо этого есть закон об этнологической экспертизе Республики Саха-Якутия. Мы строго его придерживаемся. Там, где мы собираемся проводить какие-то добычные работы, соответственно, мы проводим этнологическую экспертизу. И на основании расчета ущерба традиционному образу жизни, традиционным промыслом мы вот этот ущерб компенсируем. Вторая часть – это, я бы сказал, инфраструктурная помощь. То есть мы содержим дороги, по которым ездят, опять же, местное население. Мы помогаем перевозками социально значимых грузов и пассажиров на наших рейсах. И третья часть – это трудоустройство местного населения, о чем я уже говорил. У нас 15-16% нашего трудового коллектива – это местное население. Вот так. Подход действительно основательный. Итоги года мы, получается, с вами подвели. Алексей Алексеевич, что бы вы пожелали в наступающем новом году вашим коллегам и вообще всем якутянам? Ну, коллегам я хотел бы, во-первых, пожелать безаварийной работы, благополучия, успехов, финансовой стабильности. А всем жителям республики я бы хотел пожелать, во-первых, мира, во-вторых, добра, а в-третьих, здоровья крепкого. Спасибо. Спасибо большое, что нашли для нас время и поделились важной и полезной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.